Первое лицо района на личном примере показывает: золотой значок ГТО доступен всем. Нормативы Василий Гончаренко сдает без проблем. Вместо 14 положенных отжимается все 25 раз. Дальше идут школьники. Здесь результаты скромнее, но есть куда расти. Местный центр тестирования работает не только в райцентре, курсируют и выездные комиссии. К сдаче комплекса ГТО только в этом году присоединились больше 500 школьников района. Создалась, в общем-то, целая система организационных структур, которые занимаются внедрением комплекса ГТО. Создался целый механизм, приема норм ГТО. И практически во всех муниципальных районах, во всех образовательных учреждениях, в целом ряде производственных предприятий республики уже эта работа ведется в различных ее формах. Электронный стрелковый комплекс – хорошая возможность для сельских районов сдать один из самых интересных нормативов, пусть и не из обязательного списка. Пулевая стрельба – испытание сложное, еще и немногим доступное. Просто свои тиры есть далеко не везде. И как раз такие комплексы очень выручают – мобильные и безопасные. Закачивается планшет-программа, на винтовку ставится электронный спуск. Нажимаешь на спуск, на мишени появляется точка, как бы выстрел. И планшет высвечивает результат. Компьютер включите эти игры компьютерные, то же самое, те же стрелялки. Разбор тактический и технический. Новая генерация привезла в Карткироз свое образовательное ноу-хау. На мастер-класс от клуба российской суперлиги пришли лучшие бомбардиры и голкиперы района. По возможности юные карткирозские футболисты всегда приезжают на домашние игры команды. Но вот так на поле общаются с игроками впервые. Сегодня техническая работа, да, для ребят этот материал не весь пройден, и им просто интересно именно с игроками отработать, и плюс немножко другие построения всегда в тренировочном процессе. Залог успеха от олимпийца Андрея Нутрихина – это прежде всего работа на тренировках, на каждой и на 100%. А для этого необходимо отточить технику до автоматизма. Сегодня отрабатывали коньковый ход. С выбором темы мастер-класса известный лыжник не ошибся. Мне больше всего нравится коньков, свободный стиль. Классический мне не нравится, потому что слишком сложный, и у меня техника классическим стилем плохая. Вообще это очень нужное дело, потому что даже приехав в район, мы с ребятами поговорили, я вижу их глаза, насколько они желают заниматься, насколько они впитывают каждое слово, которое ты говоришь. Мне очень приятно сегодня просто пообщаться, не то чтобы там преподать какой-то урок или разговаривать о лыжных ходах, потому что лыжных ходов-то они знают. Немножко мы поговорили про детали, скажем так, лыжных ходов. Для самих карткирозских лыжников это хорошая возможность пообщаться лично с главным тренером лыжной сборной Коми, одной из основных кузниц кадров для национальной команды. Ведь многие из этих сельских спортсменов, несмотря на сложную ситуацию вокруг наших олимпийцев, мечтают о покорении мировой лыжни и своих олимпийских наградах. Виктория Палкина, Олег Костромин, телеканал Юрган, Карткирозский район.